Продолжаем наше знакомство друг с другом, с Лизой, с интересной тематикой математической грамотности. Значит, сегодня у нас такой план на первую половину дня. Я начну, наверное, коль тут вот у нас вступление было достаточно длительным, наверное, не успею. Начну про оценивание, говорить заданий больше. Потом Никита Игоревич придет, он как бы со своей стороны, как психолог будет говорить, расскажет какие-то вещи, чтобы вы вот шире понимали эту проблему оценивания. И потом где-то на час, да, и где-то на час мы еще с глобальными компетенциями будем межпредметно как-то коммуницировать. Придет Татьяна Викторовна, и вот мы с ней поработаем здесь. Посмотрим, что можно, как совместить, где математика в глобальных компетенциях может прилезать, там, какие могут быть задания и так далее. Это вот до обеда. Но смотрите, дальше, значит, я тоже готова, то есть я как-то подготовила, да, материала на самом деле много, но я готова скорректировать что-то вот в зависимости от того, что вам нужно, как бы вот какие-то запросы, если, да, если больше в оценку или больше надо говорить о том, как формировать, вы уже решите сами, тогда мы как-то будем, или вы готовы меньше слушать, хотите что-то попробовать, я готова тоже как-то, потому что у нас есть вторая половина дня, еще с вами, да, то есть это, опять я буду, но там придет Елена Лазаревна Рудковская с финансовой грамотностью, мы опять будем показывать математику и финансовую грамотность, хотя уже все увидели во всех заданиях, да, каким образом это может, но вот Елена Лазаревна уже со своей стороны расскажет, как это все можно делать. Поэтому вот в эти и завтра можем какие-то изменения внести, просто сформулируйте более четко тогда, что вам нужно, потому что вот из ваших выступлений сегодня я поняла, что как бы уже есть понимание, вот картинка у всех нарисовалась, и уже каждый начинает понимать, что ему нужно, да, как бы вот как, что, где в системе, где каждый будет встраиваться в это. Поэтому, ну вот управляйте, я готова получать обратную связь, и да, потому что, ну, хочу вас похвалить, очень приятно работать, это честно. Вот то, как вы воспринимаете, как откликаетесь, очень приятно взаимодействовать. Ну, давайте с небольшого повторения, как бы где-то, может быть, удалось чуть больше, чуть меньше говорить, но прежде всего, конечно, вот модель задания для оценки, хочется, чтобы как-то оно зафиксировалось, у вас в прошлой раздатке это есть, вы их собираете, потому что Галина Сергеевна сказала, да, что в последний день будет вот диагностическая работа, оно пригодится, там как шпаргалку сможете использовать, если понадобится что-то, вот, поэтому... Здесь. Итак, вот модель, которую как бы мы для себя уже, да, на базе ПИЗы сделали для нашей работы, потому что мы говорим уже не только про оценивание, мы тоже говорим про то, что ПИЗа – это не самоцель, мы хотим, чтобы вот наши дети ходили с хорошим уровнем математической грамотности, да, и готовы вот что-то для этого делать. Соответственно, я говорила, что мы посмотрели наши стандарты, где-то даже поменяли в эту сторону и усилили, добавив там вот акценты определенные в наши программные документы. Мы посмотрели содержание по классам, как бы оценили, где и как, и пытаемся вот уже цепочку такую выстраивать, не просто в конкретном классе, да, но как это будет в динамике происходить, как будет происходить развитие, опять же, соотносим с нашими предметными результатами это все дело, ну, поскольку мы программы вот в процессе принятия, и здесь работа идет, поэтому и для нас это тоже сейчас такая вот работа, она... в динамике происходит, что-то дополняем, что-то делаем еще. Вот принципы, на которых строятся наши задания, комплексные задания, да, в которые бы входило какое-то описание с вербальными, какими-то графическими элементами, ну, как это вот принято в математике, даже иллюстрации какие-то добавляют. Именно для того, чтобы они помогали ребенку
ну, как-то понять эту ситуацию, да, мы же исходим из того, что все равно мы в каком-то текстовом вот этом все режиме даем, да, а в жизни это же не текст будет, да, это будет какая-то ситуация, ну, вот, поэтому, ну, вот какие-то рисунки, они помогут, какие-то иллюстрации, вот по возможности мы вставляем. Может быть, сюжеты какие-то незнакомые, да, тематику мы охватываем, у ребенка нет какого-то видеоряда. Поэтому вот как бы мы понимаем, что и ПИЗа нас наталкивает на определенные вещи, вот в понимании, визуализации. Поэтому здесь мы вот так и ставим. Вот. Оно такое комплексное и с точки зрения вопросов, которые мы даем. Задание может быть и большим, и маленьким, там может быть и 2 вопроса, и где-то больше. Вот сейчас мы как делаем, потому что тоже зависит от того, для чего мы как бы делаем это задание. Да? Если это диагностика, мы более жестко подходим, потому что нам нужно знать еще, как мы будем оценивать, как там эта сумма баллов будет общая, да? Нам нужно, чтобы там первый, второй вариант, они как-то соотносились хотя бы по количеству баллов там набранных, да? Ну и так далее, вот по многим каким-то параметрам сходились, поэтому здесь более жестко. Если мы говорим про формирование, то мы как бы тут себя не сдерживаем, и может быть много вопросов, да, то есть это получается задание, с которым учитель там и дети могут проживать, не знаю, на протяжении, может быть, месяца или даже больше, периодически возвращаясь к этой тематике и рассматривать все новые вопросы. Поэтому здесь вот такой вопрос тоже есть определенная свобода. Вот, то есть комплексность, она даже вот более широкая такая, да, в этом плане. Мы вот про тексты как бы тоже помним, мы сегодня приятно, что вы действительно отметили, что читательская грамотность важна, да, и вчера я тоже говорила, что и мы не проживем без читательской грамотности. Если дети не читают, то ничего они и не нарешают, если они не начитают. Вот, поэтому вот как бы текстовая часть тоже для нас важна. Вот такая вот как бы модель структурная и вот эта вот комплексность, которая просматривается по многим направлениям. Мотивация, задания должны быть интересные детям, да, ну это как бы легко проверять, да, мы идем и смотрим, насколько они реагируют, насколько им эта тематика близка, а может быть она вообще не близка, и они ни разу не сталкивались. Я как спрашивать задание про розарий у меня было, что говорит такой розарий? Ну да, в Москве не очень много розариев, видимо, есть где-то на ВДНХ, но, наверное, тематика, наверное, вот у вас это как бы больше прошло, это, наверное, не было таких вопросов. Ну вот всякие бывают разные вопросы, где-то требуется пояснение, где-то нет, но вот если ребенку это не близко, как-то он не будет этим особо заниматься. Реалистичность задания, она должна быть тоже действительно по всем, ну, прежде всего, вот в соответствии с функциональной грамотностью, это оно должно быть вот реально, да, вот реалистичность в таком прямом смысле должна быть все-таки понятно, что это мы не придумали, это не 2 пешехода условных, которые движутся навстречу друг другу, никому неизвестно, зачем они движутся, встретились, разошлись, даже непонятно, поприветствовали ли они друг друга, да, и вот какая-то странная, вот все-таки должна быть реалистичная ситуация. Проблемность всегда помогает, потому что она и будоражит, и в ней много разных аспектов, и она способствует развитию мыслительной деятельности, как-то сразу актуализирует, да, заставляет как бы вспомнить какие-то свои проблемы, может быть, схожие ситуации. И вот здесь как раз вот начинается тот мыслительный процесс, та работа с ситуацией, про которую мы говорили. Ну, вариативность способов там это тоже решение прежде всего, да, потому что мы тоже сталкивались как бы, что есть задание, как бы один способ решения, вроде хорошее задание, но вот и нечего с ним дальше делать, это все очевидно, и ну тогда какая-то проверка предметных результатов, скорее всего, осуществляется, и не о чем поговорить, не о чем обсудить, и детям не о чем подумать. Ну и про уровни мы тоже говорили, насколько это как бы тоже важно для формирования, потому что проблемы есть. Реально дети очень разного уровня, и математической, собственно, вот, подготовки, да, но и по грамотности это уже еще больше как бы вот эти уровни расходятся, потому что здесь накладываются уже какие-то и общеинтеллектуальные какие-то вещи, общекультурные вещи могут накладываться на вот это, поэтому здесь
вот такая история. В общем, вот как бы модель основная, внутри которой мы живем, и вот основные характеристики, сегодня мы постоянно тоже будем с этим сталкиваться, поэтому мы берем 3 основные характеристики ПИЗа, как бы тоже все время, то есть по каждому заданию мы описываем это, вот эти вот все вещи, да, именно для того, чтобы понимать, зачем. У нас часто бывает, да, приходится дискутировать с коллегами, даже вот я экзамен делали, вопросы, я говорю, зачем вы вставили эту задачу? Вот у нас дискуссия продолжается несколько лет про шиномонтаж, вот на ОГЭ они дали. Говорит, ну ты что, классная задача там. Я говорю, я даже дочитать не могу, она не для девочек, она неинтересная, плохой текст. Ну что, говорит, мы шиномонтажникам давали, проверяли, все, говорит, реальная ситуация. В общем, вот трудно с этими заданиями. Вот, я говорю, ну давайте я перепишу, что ли, чтобы как бы и задание было интересно, и чтобы девочки могли до конца дочитать. Потому что даже на экзамене, как выяснилось, некоторые не могут дочитать это, да, то есть мотивация же есть, экзамен, да, но все равно не дочитывают, потому что это как бы вот, ну, вот что-то не, вот не мое, да, этот шиномонтаж. И про то, что шиномонтажники как бы одобрили, ну, как бы я же не забираюсь быть шиномонтажником, да, мне не интересны эти проблемы. Хотя как бы вот математика за этим стоит прекрасная, там интересная, да, и даже я какие-то вопросы понимаю, о чем речь там идет, да, но вот тем не менее. Вот, так что вот сложно с этими заданиями, может, мы жестко описываем, и именно для того, чтобы всегда можно было сказать, ну, во всяком случае, в каком более-менее, иногда четко-то тоже трудно сказать, но тем не менее понимать вот нужно всегда, что проверяет это задание, откуда оно, зачем оно, да, что ученик будет, какими там процессами, что он будет думать, попытаться, да, охватить, что, о чем он будет думать в этот момент. Вот нужно ставить такие цели, потому что, в общем, конечно, это не свойственно и очень трудно это делать, потому что мы привыкли, ну, интересная же задача, да, вот хорошие задачи, красивые, ну что, пусть решают, ну вот нам это интересно, да, но большинство детей это все-таки как-то, наверное, не очень, и мы должны понимать, зачем ребенок занимается этой задачей, потому что плюс еще одна задача для большинства детей не дает ничего, да, это просто какое-то упущенное время, да, потраченное на неизвестно что, даже если он ее решал. Вот здесь нужно, как бы, наверное, современная педагогика, она должна, как бы, заставляет отвечать на эти вопросы. Что формирует, зачем мы даем это задание, что мы хотим достичь. Ну вот это трудные вопросы, не всегда можно ответить, но тем не менее, вот, это, вот вопрос о характеристиках, мы пытаемся как бы на эти вопросы отвечать. Это прежде всего вот пункту 7, объект оценки, вот умения какие-то проверяемые, да, всегда важно понять, что тоже предметный это результат, где какие-то надпредметные вещи здесь требуются, ну вот чем дифференцированнее мы будем это понимать, тем четче мы будем оценивать, и чем понятнее нам будет, что и как мы формируем. Ну и вот то, о чем, наверное, как я не затрагивала, да, потому что это вещь. Вот система оценивания, собственно, сегодня мы побольше про это и говорим, какие есть оценки, какие есть критерии, как это в ПИЗа принято, как мы немножко трансформируем это. Вот об этом можно поговорить побольше. Ну вот опять давайте на примере ПИЗа я опять прокачаем вот те задания, которые вы уже видели, да, они вам более-менее знакомы, наверное, вы уже там посмотрели и подрешали, где-то поняли, что идет, о чем речь. Значит, вот каков подход ПИЗа, да, вот к оцениванию здесь заданий? Ну, оно оценивает, все задания оцениваются либо 1 баллом, либо 2 баллами, да. Если говорить о какие чаще, да, вот какие в приоритете. Ну вот ПИЗа предпочитает, может быть, потому что у них более какой-то такой
вот этот вот подготовительный этап более тщательный, более длительный, да, они прокатывают эти задания, может быть, поэтому они как-то вот больше выходят на, понимают ответы, которые дают более четко учащиеся, это позволяет как-то более четко подходить к системе оценивания. И вот даже сложные какие-то задания многоходовые, да, они оцениваются 1 баллом, вот вы видите, да, потому что есть как бы другой подход, особенно если много каких-то этапов решения, вот, ну, например, подход, да, давайте каждый шаг оценивать или еще что-то там, да, или вот можно решил полностью 2 балла, там какую-то ошибку сделал 1 балл, но вот видите, подход достаточно жесткий, да, как бы сложное задание, но опять это всегда связано с тем, что они хотят проверять, да, вот конечный результат. То есть бессмысленно проверять каждый шаг, если мы хотим все-таки проверить, ребенок понимает весь алгоритм решения. Поэтому у них, как правило, вот, если они проверяют решение, да, что если выстроена ли эта логика, да, то они должны видеть, что он дошел до конца. Поэтому вот это вот подавляющее, да, вот решение должно быть. Да, оно может где-то содержать какие-то нюансы, может быть, какие-то ошибки где-то будет, но здесь вот достаточно жестко, да, но при этом вы видите, вот как я и говорила, что ответ может быть разный приниматься, да, вот я в своем решении написала 8,5 лет, да, и как бы вот, ну, вот я написала вот тоже вот в ответ 8,5, но вы видите, что любой ответ от 8 до 9, и если есть сопровождают вот эти вот какие-то вычисления, его подтверждающие, да, то он принимается, да. То есть полностью доведенные до конца, но вот с ответом, который, собственно, они не оговаривают точность округления, они к этому и лояльно относятся, как бы считая, учитывая выбор каждого ребенка здесь. Вот такой подход здесь. Я напоминаю, что это задание сложное, это задание 5-го уровня, то есть вот они не стремятся, чем сложнее задание, тем больше баллов для этого дать. Нет, вот подход не этот, да, не этот. Они стремятся к тому, чтобы оценить, вот что проверяется, то и оценивается. Но если здесь проверяется умение полностью вот этот алгоритм осуществить, они это и оценивают. Полное решение. Ну, более простые случаи, я там с тяжелого какого-то начала, есть более простые случаи, вот тоже также 1 балл, да, где-то краткий ответ, и, собственно, ничего другого нет, как бы, да, вот все прозрачные ситуации, тоже ребенок получит 1 балл за, вот, тут я даже не знаю, могут ли тут быть какие-то вариации, там, что давали дети, тут это не важно. Правильный ответ и каких-то вариаций с полуправильным, ничего этого нет. Да? Как бы здесь более определенная ситуация. Тот же 1 балл за самую сложную задачу, из которых мы разбирали, да, вот все равно. Но тут ситуация, наверное, более простая, потому что либо ребенок понял идею, она в начале лежит, да, и тогда он все дальше уже делает. Там негде дальше ошибиться. Вот. Ну, либо он не понял, тогда и незачем вообще баллы ставить за что-то, их просто здесь они никак не пролезают. Поэтому здесь то же самое, да, сложная задача, но вот она полностью решена. И действительно, если полностью решена сложная задача, да, мы можем говорить о высоком уровне того ученика, который это сделал. Тут нет, вот как обычно в старой системе принято, мы наскребаем, здесь немножко поскребли, здесь наскребли что-то, ну, вроде как бы где-то ребенок что-то знает, вот получилась картинка. Нет, вот как бы идет такая жесткая оценка. Также точно 1 балл, вот видите, задание с выбором ответа, да, то есть форма ответа здесь преимущественно однобальные, вообще говоря, вот в ФИЗе я показываю, что преимущественно однобальные, да, оценка идет за полностью правильные решенные, хотя вы видите, что здесь зашиты как бы ошибки в этих ответах, да, ну, как бы каждый шаг вот что-то на что-то не умножил, там, первое это он на 3 не умножил, да, вот С, в смысле, правильный ответ Д, С это он на 3 сектора не учел, Б он на 4 не умножил полные обороты, да,
ну, казалось бы, да, вот можно было бы, да, вот, ну, может, упустил, что-то не дочитал, ну, как всегда, да, вот эти. Но вот все равно здесь они 1 балл. То есть у них система жесткого оценивания такого, да. Хотя для вот проверяющих вот эта информация есть. Какие ошибки совершают дети? Вот здесь они зашиты в дистракторах, они видны. И для анализа уже, когда вот специалисты, да, будут проверять и говорить, в чем же проблема, вот как мы обычно делаем, да, анализы какие-то пишем. Вот эти дистракторы нам помогают определять вот процент детей, которые ошиблись хотя бы в одном действии, да, это вот 14 плюс 29, вот такой достаточно высокий процент, которые как-то все-таки не смогли спланировать решение, да, понятно, что ну вот спланировать решение, отразить каждый шаг и не потерять, ну вот мы дальше делаем эти выводы. Но по-прежнему 1 балл. При этом вот есть, да, задания, которые оцениваются в 2 балла. Вот это задание, я не знаю, знаете ли вы, но вот я не показывала, да, садовник. В курсе, да, видели как бы такое задание? 32 метра провода, да, вот вопрос, хватит ли ему на каждую из этих фигур, по каждой из этих фигур нужно ответить, хватит ли ему 32 метров, чтобы вот обозначить границу этой клумбы, да. Вы видите здесь, кстати, вот и форма ответа, да, нет, да, ну, такая достаточно частая, там, вот как по форме ответа, да, достаточно частый случай, да, нет, или там верно, неверно можно про вот, ну, вот здесь бывает от 3 до 4, там, ну, в каких-то случаях простых и 5 вариантов ответа может быть, ну, тем самым, чтобы как бы угадывание вот это вот убивать, все-таки, да, нет, это велика доля угадывания, ну, как-то она либо компенсируется системой оценивания, да, но вот здесь, видите, вот такой подход принят, да, то есть если полностью все ответы 2 балла, если есть какая-то в одном из допущена какая-то ошибка, ну, здесь вот тогда 1 балл начисляется. В этой задаче, кстати, вот действительно такое, может быть, именно потому, что еще проверяется вот такое качество, да, хватит, то есть не надо ничего вычислять, да, здесь. Ну, и, собственно, и не все можно вычислить, да, не для всего есть данные. Поэтому оно такое комплексное, фигуры разные, и про каждую фигуру, ну, А и С как бы сильно похожие, да, принцип один и тот же, фактически одна фигура, да, если про одну ответила, то не знаю, как бы, зачем они уже дали, может быть, просто 4-я нужна была, и не стали что-то другое придумывать. Вот, потому что, кто знает, справится с А, то, наверное, он и С поймет, в чем дело, да, вот, это про одно, как бы, да, ну, понятно, про прямоугольник, и про него все можно ответить, и на самом деле, действительно, и логика, вот, выполнения задания, она достаточно сложная, они это еще прямоугольник на D поставили, можно было бы в качестве подсказки его как бы на А поставить место. Ну, не знаю, вот у них такой подход, но тем не менее, это да, это осложняет, то есть ребенок должен как бы, наверное, сначала про прямоугольник понять, что там 32, да, а уже дальше, вот, чтобы оценить параллелограмм, да, понять, что в параллелограмме будет точно больше, потому что гипотенуза там длиннее катета, и вот эту вот оценку сделать за счет вот этого действия. Ну, как я думаю, что, наверное, здесь вот эти вот А, С и Д – это как бы одна история, да, и, скорее всего, вот этот вот вариант Б, он и будет той ошибкой, да, за которой ребенок получит 1 балл. Да. Поэтому здесь вот, ну, мои соображения здесь именно такие, поэтому сделать. То есть четко можно разделить, поскольку тут разные идеи заложены, да, разными способами нужно оценивать, да, решать, вот, разбираться с этими фигурами, да, как минимум, да, вот про одно делаем точно, про одну оценку через эту самую, да, используя даже прямоугольник, и третий вариант вот с этими ступенчатыми фигурами, да. Вот, соответственно, как бы такая и система оценивания, да, то есть хотя бы одну, да, он получает, да. Спросить можно, а вот к этому заданию должно быть приложено объяснение или решение?
Ребенком? Просто я пишу, да, нет задания. В этом задании нет, если нет решения. Нет, это даже не требуется. Он просто в этой табличке, он выбирает ответ. Ну, вот это, по-моему, еще в тетрадке делалось, это из старых заданий, да, он в тетрадке просто обводил. Сейчас это будет в компьютере, он будет кликать там, да, выбирать, либо это менюшка выпадающая, там бывает да, нет. В каждом случае, в каждой строчке там может выпадать менюшка. Либо они делают две колонки, да, нет, или там верно, неверно, и в соответствующей колонке это... Но я хочу сказать, что они там подробно очень описывают, мы тоже там взять вот эта вот вся система, прочитай справа, отвечай на вопросы слева, и перед каждым действием они... Тут читательская грамотность уже для того, чтобы выполнить задание, потому что они, вот, иди по этим инструкциям, и ты все делаешь. Они каждый шаг ребенку говорят, сюда запиши ответ, здесь прочитай, здесь вот еще что-то сделай. Вот это описано все, да. На самом деле, для того, чтобы ребенок правильно выполнял, его как бы еще правильно погрузить в эту систему, нужно показать вот эти действия, да. Поэтому я-то просто вырвала сейчас как бы содержательную эту сторону, но там есть вот эти указания в табличке, там обведи, или таблички кликни, вот это все есть. Здесь некие ошибки, скажем, взрослых людей, вот если ребенок не справляется с задачей, то получает много. Мы не можем сказать, то ли он математику, математическую грамотность не проявил, то ли на читательскую, где надо было следовать по пунктам, как ответ давать. Он мог ошибиться. Это вот к тому, что вопрос был задан, да, вот этого там в группе. Одно и то же задание, он может проверять грамотность, читательскую, там, математическую, вот в этом плане. Ну, в плане читательской грамотности, я, помню, тоже, да, и вчера тоже говорила, что, конечно... Будет говорить, в чем ребенок слаб наш. Ну вот в этом смысле, да, вот как бы в читательской, да, все равно нужно все читать, она в основе всего лежит здесь, да, поэтому мы, и они на это не очень обращают, мы как бы предполагаем, да, что все-таки он должен прочитать, да, хотя я вчера тоже говорила, что мы сталкиваемся, что да, и не читают, просто отказываются дети читать, да, если они не мотивированы. Ну, как бы, я не знаю, про ПИЗа не буду говорить, там детей мотивируют, приходит человек, все объясняет, и дети как бы осознанно принимают участие, это же все-таки международное исследование, это, там, и ты представляешь свою страну, там есть тексты, которые им произносят, и все-таки наши 15-летние дети, да, поэтому они все-таки прочитывают, а когда приходишь вот так иногда, или там учителю даже приведите посмотреть, ой, что-то они ничего не нарешали. Я говорю, а вы им объяснили, что это, зачем? Да нет, сказали, что мы ничего не объясняем, и учитель дал, он ушел, и они почему-то ничего не нарешали. Ну, как бы странно. Поэтому, конечно, вот этот аспект, да, что они что-то не поняли, или, ну, как, он, наверное, есть. В этом стоит элемент подготовки и детей, и учителей для этого. Не, ну так, конечно, нельзя сравнить, да, потому что все-таки тесты не независимые, да, но корреляцию некоторую смотреть, конечно, можно, да. Ну, да, это, конечно, да, да. Это может сказать. Ну, это вопрос... Вот смотрите, вот мне кажется, вот этот вопрос, это вопрос подготовки уже, да, непосредственно, причем подготовки тех детей, которые будут это писать, да, все-таки в какой-то момент они известны, эти дети, и с ними какая-то работа проводится, да, но не просто так его выдрали из уроков, посадили и сказали, вот ты будешь бизнес писать, да. Да. Это задание выполняет, а проблем не дается. Точку поставил вместо запятой. Сам виноват, это Нет, это виноват, да. Оформление и все остальное. Это тоже элементы такие. Потому что если в русской версии, то разделить между целыми и частичными запятая. А
А если в американской, то разделить их между целыми точкой. И как требует тест, что именно требует? Это не математическая. Нет, но в наших текстах они запятые. Да, мы как бы тоже это все время требуем, мы напоминаем, как бы регулярно забывают. Но когда уже готовится задание, это элемент перевода текста, да. Это когда текст переводится на язык, там вот эта вот работа идет очень большая. Это отдельная работа, да, про то, как идет. Они очень жесткие требования к переводу, они отслеживают это многократно, как вы перевели, потому что, ну, как бы перевести, вот, например, на русский, да, вот у них будет там 2 предложения, а мы 4, вот сразу будут реагировать. Мы вроде слово в слово переводим, да, но это особенности языка, да, но они жестко оценивают, что там не прилетело никакое дополнительное слово, да. Да, они сразу считают подсказками там или еще что-то, да. Поэтому по каждому языку это отдельная вещь. Если будут на разные языки, там на русский, ну, обычно как бы мы переводим, вот я знаю, вы были, да, вот в этой, и для других стран, ну, для групп, да, где есть русский язык, да, то есть заказывают нам типа перевод, и, ну, в смысле пользуются тем уже, что мы переводим, скажем, вот у вас же в выборку все равно попадут и русские дети в определенном, да, которым нужно на русском языке, да. Соответственно, вот в таких странах обычно пользуются нашим переводом, ну, кто хочет, естественно, ну, ничего не можем сказать, да. Кто не хочет, переводите сами, это уже как бы тут на это не влияет. Ну, тут нормальная коммуникация внутри этой как бы команды, все много лет знают, Галина Сергеевна там сотворение мира, этого мира ПИСа, поэтому ее все знают. Вот, поэтому эти проблемы, да, есть, они проблемы есть, но они часть решаемые, да. А что касается, он не прочитал, вы знаете, вот в каждом, вот нашем по экзамену тоже, в каждом есть, там 10% допустили эту ошибку по невнимательности. Вот, да. Просто вот в экзаменах отмечают, там, в методических рекомендациях, и я тоже с коллегами спорю, говорю, что значит невнимательность в этом смысле, да? Это вот как, что учителю математики с этим делать? Это же характеристика некоторая человека, ну, вот может быть и так, да? Поэтому это вопрос уже такой, меж чего-то. Ну, вот обычно на эту невнимательность как бы мы списываем, возможно, что-то еще, да? Но этот момент есть очень, я говорю, что даже в экзаменах, да? Постоянно у нас даже графа есть по невнимательности. Но непонятно, на что списать, да, потому что сами часто ребенок вроде много и решает хорошего, и вдруг в какой-то простой ситуации он чего-то вот вылезает. Но по поводу вот он не понимает условий, это есть подготовка все-таки, да. Детей им показывают, есть пробные тексты какие-то там, тетрадки, когда они все-таки, ну, видят, вот именно в этой части, да, чтобы он не просто как в воду бросают, плыви, ну немножко не так, да, все-таки, чтобы снять именно этот момент, да, потому что, опять же, стресс, там еще, да, но он из-за стресса не решил, если он испугался, ему сказали, что он страну представляет, и все, стрессанул, все забыл, ну, это нет, конечно, они нормальные, наши дети справятся со всем. Нет, смотри, здесь же с самого начала было сказано в этой задаче, что здесь какую цель преследует тот, кто проверяет? Понимание всего алгоритма решения. Соответственно, если он действительно не выбрал все эти 4 варианта ответа, то... Что он не знает, математику или алгоритмизацию? Я просто... Нет, понимаете, здесь вот что он проверяет, да? Именно, понимаете, вот как я понимаю, да, эту историю. Вот у нас традиционно, да, мы же не спрашиваем, хватит ли там провод, сколько нужно там, да, если про провод, найди периметр, найди площадь, ну вот традиционная история. А здесь как раз хватит, здесь оценочная, да. Вот, ну, хорошо, если прямоугольник мы решили, а с параллелограммом вот что, да, вот этих оценочных как бы нет, да, в ситуации, опять же, какая-то ситуация неопределенности, то есть здесь как раз это и проверять. Разные фигуры, да, можешь ли ты как-то вот оценить, понять, что ты можешь сравнить с этим прямоугольником, который тебе дан, да, то есть вот эти цели здесь стоят, как правило, поэтому они много и разных здесь фигур. Нет, вот. просто вот такой вопрос. Мне дали, вот я ребенку, мне дали вот это задание, я его решила, вот прям рядом с каждой фигурой написала, нашла периметр. Она кликала на те, да, нет.
Ну, вот не туда поставил. Нет, Там там, во-первых, все решение. компьютерно, да, абсолютно все, давно уже все компьютерно, да. Но при этом никто не застрахован от того, что он не на то кликнул. Ну, конечно, да, конечно. Но это и никто не узнает, кроме него. Я хотел это, назвал там, ну, извините. Там, где просят, правильно? Ну, как-то да, в какой-то момент, да. Я уже не помню там Там как. хотя бы где-то объяснение, нужно там, где ответ. Да, конечно, конечно. Нет, это как бы вот форма ответа такая. Здесь кликни. Да, там тоже кликни, где с выбором ответа. То есть здесь кликаешь табличку, да, а где-то напиши. И это есть соответствующие там места в компьютере, вот место, куда он это будет вписывать. Ему, кстати, сейчас вот в последней версии они редактор формул дали, он может формулы использовать для записывания. То есть, ну, в этой истории, да. Ну, я хочу сказать, что вот этот вот, да, вот эта вот грамотность в смысле информатики, да, вот последнее то, что я посмотрела, вот сразу было видно, что тут, ну, я вам говорила, да, что электронные таблицы появились, да, и вот эта грамотность в смысле информатики, она важна, да, то есть как-то тут я даже про себя подумала, что нужно бы как-то совместно, что надо с информатиками посмотреть, что они могут, нужна ли им здесь помощь какая-то будет, да, ну, предположим, электронных таблиц не знают, а здесь они как-то будут, ну, значит, надо как-то это подкорректировать. То есть вот эта компьютерная составляющая, то есть вы можете записать себе, да, что вот это, она растет все больше и больше, да, и вот она, у них нет отдельно цифровой грамотности, да, вот этого теста, но вот оно здесь получается у нас, да, присутствует, да. Но я думаю, что уже вот на уровне кликнуть, да, правильно, и не испугаться, и правильно кликнуть, это все равно вот это уже такой момент. Вот это возможно, надо закреплять, да, постоянно. Да. Нет, понимаете, как бы тоже вот эта история, если вообще не знакомы с тестами, да, это же тоже как бы, ну, этот тест, да, они должны быть в электронном виде, значит, любой тест в электронном виде им тоже каким-то образом поможет справляться, да, тесты разные, но это тоже им надо объяснять, на разных предметах могут быть разные формы ответа. Читай внимательно, что написано, как правило, все это пишут, и если ты следуешь инструкции, да, вот. Ну, это как и в современном мире. Надо куда-то войти, вот интернетом пользуются, да. Я, например, тоже всегда опасаюсь, а вдруг я что-то не то нажму, еще что-то, вот такое. А ребенок пришел, покликал что-то, и все хорошо. Вот получается так, если вдруг в самом тесте ребенок почувствовал, что на каком-то вопросе он сделал ошибку, он имеет право вернуться к тому вопросу, где он может перерешать? Или возврат к тому вопросу невозможен? В какой-то момент возможен, вот, ну, вот не буду сейчас говорить жестко, да, в какой-то момент он может убрать, да, в какой-то он уже вот просто выдает, и все. Да. Получится, так перейдет. Да. Нет, это там все сказано, вот там подробные инструкции, да, все, что он может сделать, значит, так. Ну, и опять же, они же могут поменять какие-то вещи, поэтому, да. Это... Какие демо-версии? Да, есть. Ну, это есть, да, какие-то есть открытые задания. Нет. Открытые задания. А вот именно демо-версии. Сесть, вот это запланированное время, таймер. Да, демо-версия, открытые задания, которые вы можете сами пройти. Ну, есть какие-то вещи, которые можно сделать, или там сделаны они. Вот мы делали, по Teams делали какие-то вот. Ну, именно уже внутри страны. Ну, да, на базе открытых, конечно, прежде всего каких-то вещей это можно сделать, да. Так что вот демо-версия, ну, как вот, да, вот у нас экзамен ЕГЭ у нас висит уже там 125 лет, это демо-версия, уже все выучили наизусть. Уже разговор на уровне, задание номер 13, задачи, уже не говорят про что там, да. Они эту экономическую задачу там 17 поменяли местами. Ну, все, разрыв коммуникации. Спасибо большое. Вот. Так что да, это таких как бы демо нету, которых можно тренироваться, но при этом, да, есть открытые, страна тоже координаторы получают какую-то информацию, на основе этой можно что-то сделать самим,
как-то, во всяком случае, там, где новые задания, да, вот показали новые типы заданий, да, вот исходя из этого тоже мы стали что-то делать. Вот то, что я вам рассказывала, новые типы, они показаны там, да, есть. Ну вот еще один пример задачи. Да, это, да, знакомые, да, тоже видели, да, про гараж, но вот задание тоже высокого уровня сложности, 6, они вот так определяют. Ну, наверное, действительно, зато, конечно, это не вращающаяся дверь, в которой нужно прям вот креативно что-то придумать, самим смоделировать, она боль, но тем не менее, конечно, она насыщена. Тут и объемно этот гараж показан, и 2 проекции его даны, и куча данных, то есть, конечно, нужна работа вот по изучению чертежа, да, внимательному, ну, не внимательному, но как бы сразу понять, что тебе нужно, да, там, чего вычитывать все подряд, но, тем не менее, перепроверить нужно, потому что, как бы, одна и та же информация показана на этих вот чертежах, да, она дана, и для того, чтобы перепроверить себя, да, ну, например, вот высоту ската, она и там показана единицы, и здесь, и высота, ну, низ там не нужен, мы про крышу, но, тем не менее, вот перепроверить, правильно ли ты понял, как это что расположено, то есть здесь это тоже все нужно сделать, да. Ну, вот задача, как бы, что здесь, они оценивают 2 балла. Опять же, вот подчеркну, что в любом случае должно быть предъявлено полное решение, да, в том или ином виде, да, пусть вот такими вот, что называется, какими-то огрызками, да, но это они огрызки как бы правильного понимания вот этого алгоритма, то есть понимание алгоритма должно быть показано, да, человек дошел до конца, да. Ну, здесь нет такого вот подробного, или как мы там любим в геометрии, по признаку вот такому-то там треугольника. То есть вот этих объяснений не требуется, вы видите, что они такие лаконичные объяснения, но при этом они все говорят о том, что ребенок понимает каждый шаг. Да? Мы понимаем, что вот это вот 12, да, это он уже сразу свернутое действие, он длину дома умножил на двускатность этой крыши, да, ну вот чтобы не потерять. Хорошая мысль, потому что, конечно, многие теряли, что это вот этот вот второй скат, да, кто оставлял напоследок умножить на 2, вот он мог потерять это действие, и тем самым, да, он потеряет 1 балл, да. Ну, что в этой задаче нужно, да, чтобы понять, значит, первый шаг, что крыша как бы 2 части, второй нужно найти длину, но это все просто, значит, мы ее просто берем вот с правого чертежа 6 метров там, да, и дальше нам вот проблемность некоторая возникает, что у нас не показан размер, да, мы должны из прямоугольного треугольника, который, вообще говоря, здесь не нарисован, ну, там как бы обозначен размерной вот этой вот сеткой, да, нужно находить вот эту вот ширину крыши, да, длину вот этого ската, да, вот, ну, гипотенузу по 2 катетам, вот такие вычисления, как бы приближение, опять же, нужно сделать некоторые, то есть корень извлечь. Опять же скажу, что калькулятор есть, это как бы тут вот нет в этом плане проблемы, можно пользоваться калькулятором, поэтому здесь вот эта проблема как бы снимается. Ну вот образцы решения, как можно записывать с корнем, без корня, с АБ, без АБ, там, да, вот они есть. Соответственно, разная степень округления могут быть, разные ответы. Вот ровно поэтому проверяющий будет это смотреть, да, вот найдет ли он те значения, которые здесь каким-то тем или иным образом попадают. Это тоже важно, потому что, вот, исходя из этого, будет 2 балла или 1 балл, потому что, вот смотрите, а что же на 1 балл, да? Получается, все равно должно быть решение, да? Теорема Пифагора действительно шел через теорему Пифагора, но допустил какую-то вычислительную ошибку. Ну, для этого, конечно, хорошо, вот, чтобы он показывал, что он идет по теореме Пифагора, да, и тогда проверяющий действительно это найдет. Если как-то он это не обозначит, а вот каким-то сокращенным будет, то он это и
Вот проверяющий может и не догадаться, что он допустил здесь ошибку. Использована неверная длина. Ну, не знаю, как бы, насколько часто это было, но записано, да, что есть такая возможность. Но вот логика на 1 балл такая, значит, решение, как бы, логика построения решения верна, но какая-то одна вычислительная ошибка или ошибка в данных, в общем, одна ошибка, не более одной ошибки здесь идет. Да? Вот вы видите, или полученная площадь не удвоена. Ну, самое это как раз часто. Это, что называется, опять про невнимательность. Да? Вот это вопрос про невнимательность. Да? Кинулись считать вот эту площадь, естественно, отвлеклись, а как найти это, ну и прекрасным образом забыли, что есть второй скат. Но вот обращаю ваше внимание, что тоже очень интересно, не применялась теорема Пифагора, да, то есть они допускают на 1 балл, что ребенок дает оценку какую-то, да, но он попадает в правильный диапазон какой-то, вот, каким образом он попадает, ну, тут трудно предположить, но тем не менее, да, мало ли он там неравенственный треугольник воспользовался еще чем-то как-то, да, какими-то знаниями, какими-то оценочными вещами, да, просто какими-то там вот соображениями, ну, не знаю, может быть, он там, у него большой практический опыт делания что-нибудь руками, там папа плотник, и вот они крыши эти строят, ну, не знаю, да, вот бывает, что дети умеют как-то оценить, исходя из каких-то своих. Не важно. Но главное, что, конечно, 2 балла за это решение не ставится, потому что все-таки мы хотим, теорему Пифагора мы хотим, ее должны знать и все-таки видеть во всех этих ситуациях. Ну, наверное, получается, что он не увидел этот прямоугольный треугольник, да, и вот он кинулся как-то это оценивать. Но зато он понял все идеи решения предыдущего, да, то есть он на 2 умножил, длину снял правильно. Ну, вот здесь только не Пифагором, а оценкой. Но опять же, площадь он нашел верно, да, длину умножил на ширину. То есть вот эта логика вся есть, да. Вот. Ну, тут сказано, приближенно он нашел. Не точно, а приближенно. Он мог в сантиметрах начертить этот треугольник в масштабе сантиметров и просто измерить линеечкой. Да. Ну, на самом деле, может быть, и да, потому что на самом вот там, видите, написано замечание, что это не в масштабе сделано. Он, по идее, мог и в масштабе каким-то образом это сделать, да, может быть, да, и потом это прикинуть как-то. На самом деле, дети придумывают вот разные способы, подчас не догадаешься, что-то. Да. Нет, они даются для проверяющих, вот для проверяющих даются. Нет, разработчики, вот опять идет апробация, да, на апробации видны вот эти все вещи, которые, да, и потом уже... То есть изначально даже, вот, например, мы на апробацию даем какое-то, ну, как правило, иногда приходится просто писать, допущена одна вычислительная ошибка, ну, вот ставим. А после апробации мы уже видим, какая ошибка, и уже более четко это пишем, и, может быть, даже вообще корректируем это. Нет, иногда просто не придумаешь вообще вот это, да. Поэтому вот эта апробация – это великое дело, посмотреть, вот пособирать вот этот вот фольклор наших учащихся, что они там могут нарешать, это да. Потому что, ну, действительно, непредсказуемое бывает решение просто, никак не сочинишь. Поэтому вот, видите, вот такая логика. Но, в принципе, все равно 1 балл, все равно какое-то решение практически полное есть, но одна ошибка, вот общая логика выставления вот этих баллов, вы тоже ее, как вы видите. Но это как раз в тех задачах, где можно выделить вот этот вот шаг, как бы можно быть, не во всех задачах можно это сделать, да, вот если этого шага нет, тогда это будет 1 балл. Вот, ну, как видимо на предыдущих, да, на тех же кораблях, да, они все разные, да, это получается ни за что, непонятно за что давать, и вообще непонятно тогда логика, а что мы проверяем, да? Здесь понятно, что проверяется.
Да, здесь понятно, что и вот это главное, всегда отслеживать, что я проверяю, и исходя из этого уже смотреть, что прощается, да, и ставится там 1 балл, или, как говорится, простить нечего, вот простите только 1 балл и все, да. Ну вот, если хотите, давайте попробуем, может быть, попробуйте. Вот задание для того, чтобы вы как-то, как оценить это решение. Задачка, она так по тексту вроде небольшая, может быть, какие-то варианты, порешайте, посмотрите. Нет, это я не распечатала, да. Но здесь полный текст этого, как бы, но это не все, это вопрос 3, но, в принципе, там все достаточно информации здесь. Прикиньте, как бы вы оценили 1 балл, 2 балла, оцените, какие могут быть там, может быть, ошибки, за что там, если 1 балл. Ну так, навскидку там попробуйте. И дальше как бы мы вот посмотрим. Читайте до конца. Там замечание. Что я не понимаю. Ну, там трудно с краю, не все видно, конечно. Читать надо все. Пиза говорит об этом, читать надо все. Почему не стоит значочек, что там есть сносочка? Но это не сносочка. Нет, Это условие еще. даже подпись картинок почитать. Это как бы текст его задания. Это входит как бы в само задание. То есть средняя там должна быть 6 тысяч отношения, значит, что при 6 полных поворотах. И далее 5 поворотов. 5. Да. Я тоже не люблю задачи про колеса, но почему-то они очень часто. В жизни трижды. Надо найти 969 на... Нет, я с вами согласна, да, значительно приятнее, если как-то поясняется сначала, да. Ну, в определенном смысле это тоже элемент читательской грамотности получится, да. Может быть, это будут как бы опять же наши стереотипы. Вопрос есть, приведите решение есть. Вот у нас там дальше нет ничего обычно, да, вот для кого это написано, не очень понятно, да, вот это может быть, да. Но у них такой подход. Но на самом деле все читать нужно. Это, наверное, к вопросу, знаете, тоже вот в договорах каких-нибудь банковских, да, мелким шрифтом, да, известная история, да. Угу. Читать надо все. Не видно? Порешали уже, готовы обсуждать или как? Ну давайте, может быть, кто-нибудь расскажет, как бы, как решать, как оценивать. Как Кто оценивать, готов? да? Ну, может быть, сначала пререшать. Кто готов к доске пойти? Ну, да. Ну, нет, да. Так рассказать, Как хотите. Значит, чем там пишется? Нет, чуть-чуть, знаете, вот тоже. Скажите, какие числа у вас получаются? Да, ну, чтобы 1200 оборотов. 1200, 1000 и 5000. Нет.
Читательская грамотность. Читаем вопрос. Да. Ну, чтобы вам легче было. Да. 60. Ага. Делим на 0,96. Получается 1000, да? Мгм. То есть колесо должно совершить 1000 оборотов, Мгм. а потом 1000 делим на отношение-то у нас будет 6, значит, делим на 5, умножаем на 6. Ну, как бы, короче, тут же не надо. Давайте, может быть, у кого-то другое решение есть. Другое решение такое. Ну, в смысле, да, оно, в принципе, примерно... Ну, просто, чтобы мы потом посмотрели, да. Чтобы вы увидели... Я сделала так. Значит, так же, Вы не уходите, потом продолжите тоже, как бы есть. я сделала так. Пропорции можно. Просто это как вариант ответа к тому вот уже дальше, как критериям, да. Какие могут быть варианты решения. Собственно, вот вы сейчас сразу покажете, какие могут быть. Причем они как бы не как решения могут как таковые, а как записи могут различаться. Но вот давайте. Ярмарочное отношение 6 к 5, значит, мы за 10 оборотов колеса должны сделать 12 оборотов педали. 10 оборотов колеса – это 9,6 метров. За 12 оборотов педали. Соответственно, мы все умножаем на 100. Здесь получается, мы проезжаем 960 метров. За 1200 оборотов. Ну, мне больше пропорции получается. А как вот это обороты, тут стали метры? Тут тогда Только знакомым не ставьте между. Здесь получается 10 оборотов колеса, 9,6 метров. Потому что длина колеса, ну да, она уже стоит. Да, да, да. Да, да, ну вот они, да, возможно, и все варианты решения. Хорошо, да, тогда расскажите, да, как будем оценивать? Ну, может быть, вычислительная ошибка. Да, сколько? Во-вторых, может, здесь взяли 96 сантиметров. Тут метры, знаменатели сантиметры, да? Да. Или вот тут, вот, допустим, 1000 на 6 умножим. Ну, это такая ошибка, да, которая вот, как бы все равно в логике решения, она как бы автономная, да, вот допущенная эта ошибка. То есть логика вся верная, да, но есть какая-то одна ошибка, которая вот... Алгоритм весь правильный, да, то есть к чему склоняемся, да, 2 балла остановился не надо, решение должно быть полное. Да. Объект правильно пишет 200, и вот поменять, да, отношение, мы можем опять на 6, да, уже второй объект такой мы можем взять. То есть склоняетесь к 2 баллам, да? Что? Или вот в моем решении. Вначале я нашла же, что сколько... Это задача на 2 балла? Нет, я просто вас спрашиваю, 2 балла будем оценивать или 1 баллом? Как? Ну вот, да, давайте обсудим. Частично выполнил. Да. А 1 балл тогда за что? Да, 2 балла за что? Но при этом мы четко будем видеть, что алгоритм решения есть, да? И тем самым мы его сможем проверить, да? Мы его зафиксировали, да? Соответственно, вот мы и вычислили какую-то ошибку, ее можем... То есть 2 балла, да? Ну, вот есть кто-то еще что-то хочет добавить? Да, спасибо. Ну, Есть, а потом он уже может элементарно может все решать правильно и не взять быстрее. То есть алгоритм решения есть, когда чтение и понимание. ну, вот это в критериях, вот смотрите, я тогда показываю дальше, вот как бы как ПИЗа это показывает, да? 2 балла, да?
вот на 2 балла дан ответ 1200, приведено верное решение, да. Вот и решение может быть, например, вот такое, да, то есть он умножил, ну, какая-то вариация, вот в данном случае мы получили решение, да, то есть он может разделить на 5, умножить на 6. Видите, то есть у нас, мы добавили еще сюда, как бы вот у них там пропорция, ну, это как вариация может, но... Вот этот код кто ставит? 2-1, 1-1, это составитель. Но это не, нет, это, ну, как бы это от ФИЗа идет, да. Это и коды, что он означает двойка, что это 2 балла, да. А дальше какие-то вот подходы могут быть, там уже вторая цифра. Ну, это... Верный числовой ответ даже при отсутствии решения демонстрирует использование верного метода решения. То есть имеется в виду, что верный числовой ответ даже при отсутствии решения демонстрирует использование верного метода решения. Где вы это прочитали? Ну, второе предложение. Без решения. Да, Я получается. выбрала Ну, один тогда. А откуда вы его выбрали? Вы его не можете выбрать. Писала. А вы написали правильно. Нет, на рандом здесь не попасть. Здесь не Вот попасть? здесь не попасть, да. А если... Нет, 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 там есть решение, нет, вы вписываете, там есть окошечко, поле для записи решения, он туда записывает. Ну, он не с планшетом, он за компьютером, то есть ему предоставляется место, да, такое уже стационарное, да, вот это. А вот теперь там есть редактор формул встроенный. Да. Еще надо Да. научиться их пользоваться. еще Да. редактором. Вот я поэтому и сказала, да, что, да, да. Ну, это они умеют, да, это уже, Врубить все не обязательно. ну, не умеют, да, да, я согласна. Но... Да, есть. Нет, но все равно для тех детей, которые будут вот это, придется их обеспечивать. Это уже, коли страна подписалась под это, да, то есть она как-то будет решать эту проблему, да, ну вот на то есть координаторы, организаторы и так далее, да. Наша ситуация методическая, да, подготовить детей правильно настроить. Итак, понятно, да, то есть, ну вот в качестве решения они обозначили как бы 2, да, через дробь. Первое решение через дробь, да, второе решение через пропорцию, да. А вот в смысле записи, понятно, что может быть такая запись, или там вот, как бы вот то, что последнее, мы понимаем, что это как бы через пропорцию, но какая-то другая форма записи, да. Это все может быть, вот если вы это видите, и вы видите такие критерии, вы понимаете, что оно критерию, вот это соответствует, вот эти решения соответствуют критерию на 2 балла, да. Давайте вот на 1 балл, тоже интересно, за что. Дан ответ 12 поворотов, но это понятно, это мы тоже уже проговорили, то есть вы все это на самом деле проговорили, да. Конечно, первое, что не обратил внимания метры, сантиметры, вот с единицами он там соответственно, но совершенно правильно вы проговорили, что данные решения есть, а это как бы локально, понимаете, мы его можем отсечь, это, ну, логика ясна, да. В сложных задачах там часто отсечь это невозможно. Вот как бы это вот работа с величинами, она отдельно, а дальше идут какие-то незначительные вычислительные ошибки, которые, ну, действительно ошибки могут быть разные, тем более, когда дети начинают вот нестандартные какие-то, да, такие вот методы применять. Вы видите, да, как вот тоже накручивает, там постепенно идет от понимания, да. Вот это скорее вот наше как последнее решение, да, дано вот то, что у нас записано, да, то там как раз он может допустить эти ошибки, да, вычислительные какие-то. Да, Никита, сейчас мы разберем эту задачку и идем. Вот, видите, да, вот эти вот, то есть такая ошибка, сякая может быть, да. Просто они выделяют, вот то, что первое, это с величинами,
а это уже с какими-то действиями. Поэтому они ставят тут разные коды, и, чтобы можно было легче анализировать. Или вот как в последнем, действительно он запутался, сначала умножил на 5, потом разделил на 5, но не, да, и не осознал, что, в общем, что это, да, что свел эти действия к единице. Вот такие варианты. Ну, вот при этом, видите, какие-то действия написаны, вроде что-то написал, вроде из этой оперы, да, но логики нет, поэтому 0 баллов. Поэтому 0 баллов.